Это игра «Ума-палата». В глобальный рейтинг миллиардеров Forbes попали 56 человек, возраст которых не превышает 40 лет. Список самых молодых возглавляют 20-летние сестры из Норвегии, состояние каждой из которых более $1,5 миллиарда. В отличие от них, 26-летний ирландец Джон Коллисон получил деньги не в наследство, а заработал сам. Вместе с братом они основали финтех-компанию. Сегодня из этой студии кое-кто из игроков может уйти, если не миллионером, то уж точно не самым бедным человеком. Кто это будет, узнаем прямо сейчас. Игроки, представьтесь. Всем здравствуйте, меня зовут Кузьмина Диана, я из 9 А класса из 5 школы имени Кривошапкина. Всем здравствуйте, а меня зовут Саяна Абдурахманова, ученица 9 А класса школы номер 5 имени Кривошапкина. Саяна, вы знаете, что главный приз игры «Ума-палата» – это 100 тысяч рублей. Да. Давайте немножко пофантазируем, представьте себе, что вы выиграли эти деньги. Каким образом вы бы распорядились с ними? Честно, даже сложно представить, но, наверное, все-таки ушло бы на какую-то долю я бы дала родителям, поделилась бы с семьей, а какую-то оставила бы себе и уже купила свои хотелки. В начале игры мы говорили о богачах, о миллиардерах. Как вы считаете, для того, чтобы стать по жизни успешным, богатым, и, может, даже миллионером, что нужно сделать? Нужно быть эрудированным в первую очередь, также образованным и желательно быть человеком настойчивым. Прекрасные качества. Диана, я позволю предоставить и вам возможность пофантазировать, как бы вы распорядились этими деньгами. Скорее всего, то же самое, я бы половину, скорее всего, отдала бы родителям, может, даже больше, а остальное оставила бы на свое будущее, скорее всего. Неплохо. Как вы думаете, 100 тысяч рублей – это большая сумма или маленькая? Для школьника это большая сумма, ну и для взрослого тоже, не маленький вклад. Да, деньги немалые, тем более на дороге они не валяются, их нужно заработать на нашей игре с помощью своего ума. А как вы считаете, у вас есть шанс сегодня победить, Саян? Мне кажется, да. Неплохое заявление. Ну что же, игра покажет, сможете ли вы выиграть 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов в 3 раундах нашей игры. А пока что перед вами находится черный ящик, в нем 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить преимущественное право отвечать первой на вопросы первого раунда. Игроки, приступайте. Я какой-то достала. Диана, вы будете отвечать первой на вопросы первого раунда. Верните шары на место, и мы будем начинать. Диана, Саяна, в игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В 3-й раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам 2-го раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится 2 минуты. Игроки отвечают по очереди. Первой начинает Диана. Итак, первый раунд. Диана, назовите последнего из Рюриковичей. Николай. Федор Иванович. Саяна. Кто был главный бог славян? Пас. Перун. Диана. В поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» сколько крестьян путешествовало по Руси? 8. 7. Саяна. Какие 2 океана соединяет Берингов пролив? Тихий и Индийский. Тихий и... Пас. Тихий и Северный Ледовитый. Диана, вспомните, у кого пестика, у кого тычинка? Пестик у мужского цветка, тычинка у женского. Наоборот. Саяна, кто из ученых открыл закон всемирного тяготения? Сегодня изучали... Как его звали-то, забыла. Пас. Ньютон. Диана, кто написал «Повесть временных лет»? Пушкин. Нестор. Саяна, в какую эру жили динозавры? Кайнозойскую. Мезозойскую. Диана, что произошло на Руси в 988 году? Война. Крещение Руси. Саяна, чему равна окружность земного шара? Пас. 40 тысяч километров. Диана, в каком направлении движется Земля вокруг своей оси? В правую сторону. С запада на восток. Саяна, куда держал путь доктор Айболит? На север. В Африку. Диана, у какой птицы нет перьев? У какой птицы нет перьев? У пингвина. Верно. Саяна, какой океан самый мелководный?
Пас. Северный ледовитый. Диана, какой млекопитающий умеет летать? Кто еще умеет летать? Пас. Летучая мышь. Саяна, в каких единицах измеряется соленость морской воды? Пас. Камиле. Диана, у какого моря нет ни одного берега? У Тихого? Саргасова. Саяна, кто был женихом мухи-цокотухи? М, Что у тебя такие легкие? Паук. Комар. Диана, какой слой атмосферы не может пропускать ультрафиолетовые лучи? Пас. Озоновый. Саяна, князь, который принял смерть от своего коня. Пас. Время вышло. Правильный ответ – Олег. Первый раунд завершен. Общая статистика первого раунда выглядит следующим образом. Всего за игру я задал вам 20 вопросов. При этом Диана дала 1 правильный ответ, Саяна – 0. Диана, какой вопрос вам запомнился больше всего? Кто муж мухи-цокотухи? Вы знали ответ на этот Да. вопрос. Кому? Ну, действительно, потому что это детская литература, литература для детей. И это просто святое, на которое Саяна не смогла ответить. Саяна, почему трудности при, казалось бы, вопросах вполне школьной программы? Ну, честно, я немного забыла вот этот рассказ про муху-цокотуху. Я думала, что ее мужем был паук. И также я помнила, что был комар. Я просто выбирала паук или комар, поэтому решила выбрать паука, потому что для детей он выглядит более устрашающим. Поэтому, ну, не знаю, вот решила выбрать паука. Так. Хорошо. А скажите, а про Айболита не помните тоже, куда он шел в Африку? Про Айболита, ну, честно, вообще как-то на рандом я сказала, пыталась вспомнить. Ну, так нет, не особо помню. Да, Лимпопо, куда собирался Айболит, и где бегемоты, да, и злой Бармалей. Ну что же, это переломный момент. Снова, Диана, вы будете отвечать первой на вопросы второго раунда. Второй раунд также длится 2 минуты. Переход хода в следующем раунде осуществляется после первой ошибки игрока. Это означает, что игрок, дающий всегда правильные ответы, может не предоставить другому игроку ни одного шанса для ответа на вопрос. Диана, какая наука изучает представителей фауны? Биология? Зоология. Саяна, привет. Какая это часть речи? Это у нас осуществительное. Междометие. Диана, какое море самое соленое? Тихая? Мертвое. Саяна, какой процесс преобразует жидкость в газ? Испарение, пар. Верно. Саяна, какое самое толстое дерево на Земле? Дуб. Баобаб. Диана, как назывались телохранители Ивана Грозного? Рада? Опричники. Саяна, какое сухопутное животное может открыть рот максимально широко? Так, сухопутное, бегемот, Верно. Бубновый валет, Саяна, это объединение художников или поэтов? поэтов, Художников. Диана, как звали сестрицу братца Иванушки? Аленушка? Верно. Диана, какое самое твердое вещество в нашем теле? Железо? Зубы. Саяна, столица какой страны город Лиссабон? столица какой страны, город Лиссабон. Не знаю, Это Португалия. Диана, как звали овчарку из фильма «Четыре танкиста и собака»? Не знаю, пас. Шарик. Саяна, какая страна самая большая по площади на планете? Россия, Верно. Саяна, кто является автором произведения «Кошкин дом»? пас, Самуил Маршак. Диана, что было главным ингредиентом в каше хитрого солдата? Топор? Верно. Диана, какое море древние греки назвали Понт-Эвксинский? Греки? Черная? Верно. Диана, как в Древней Руси назывался воин-дружинник? Пас. Ратник. Саяна, почему морские выдры держатся за руки? чтобы не уплыть от друг друга. Верно. Саяна, назовите самую глубокую реку в России. Байкал, Енисей. Диана, место, которое было предназначено для жизни и было обнесено оградой. Пас. Городище. Саяна, какую реку называют «желтая река»? пас, Хуанхэ. Диана, за что Иван Грозный велел казнить слона? За то, что у него были бивни. За то, что не хотел стать на колени перед ним. Саяна, время вышло. Второй раунд завершен. А теперь сухие цифры. За второй раунд я задал вам 22 вопроса. При этом Саяна дала 4 правильных ответа, а Диана, к сожалению, только 3. Диана, это означает, что вы покидаете нашу игру, к нашему огромному сожалению. Но прежде я хотел бы спросить у вас, что помешало вам все-таки одолеть в этой игре, учитывая, что настрой был весьма боевой и знания у вас действительно есть. Было очень много вопросов, связанных с географией. Ну, те же моря, океаны, поэтому я в этом не сильна. Да, учитывая, что вы дважды предлагали Тихое море в качестве варианта, хотя у нас есть Тихий океан. Вы можете что-то сказать на прощание, что-то передать кому-нибудь приветы.
Я передам привет маме с папой и своему племяннику. Здорово. Спасибо вам за игру. До свидания. До свидания. Саяна, ровно 1 минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если счет правильных ответов вы доведете до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз игры «Ума палата» – это 100 тысяч рублей. Я сообщаю вам и напоминаю нашим постоянным телезрителям, что за этот приз можно побороться в конце телевизионного сезона. А пока что 3-й раунд. Саяна, на какой срок мы выбираем президента? На 5 лет. 6 лет. Что из этого можно пить, хотя Минздрав не рекомендует? Натрий, хлор, С2H5OH, H-хлор. H-хлор. Второй вариант. В 1086 году сестра Владимира Иванова открыла на Руси школу при одном из киевских монастырей. Чем она отличалась от остальных? Принимали крестьян. Только женщин. При какой температуре кипит вода на Эльбрусе? При температуре -1. 80 градусов Цельсия. Что такое световой год? Это в космосе год. Расстояние, которое преодолевает свет за год. Как назывался период в истории России с 1598 по 1613? Смутное время. Верно. Что Уильям Шекспир назвал жидким пленником в стеклянных стенах? Духи, яд, кровь, виски. Яд. Духи. За сколько необходимо налить противогаз по команде «Газы»? 30 секунд. 8. В каком городе США находится музейная миля, где уместились 10 музеев? Вашингтон. Правильный ответ – Нью-Йорк. Время вышло. Саяна, за время 3-го раунда я задал вам 9 вопросов. При этом вы дали только 1 правильный ответ. Это был вопрос из области истории. Смутное время. Оно вас выручило. Но смутное время теперь наступило для вас. Вы, очевидно, не выиграли в нашей игре. Скажите, Саяна, вы каким-то образом готовились к игре? Не то чтобы готовилась, но часто в интернете я просматриваю видеоролики насчет тестов на эрудицию, поэтому думала, что может у меня будет какой-нибудь шанс. Да, пристрастие к интеллектуальному контенту – это то, что мы уважаем, потому что там действительно появляются очень интересные факты, любознательные из области науки, и в том числе из самых разных сфер, которые попадаются в том числе и на нашей игре. Сегодня, к сожалению, удача оказалась не на вашей стороне. Мы вынуждены с вами прощаться, но, может быть, вы что же хотите что-то сказать на прощание телезрителям, кому-нибудь еще? Мне игра очень понравилась, и хотелось бы сюда прийти еще раз попробовать свои силы, потому что сегодня, к сожалению, не вышло, к сожалению, не получилось, но думаю, ничего страшного. То, что я попробовала, то, что я попыталась, уже хорошо, уже классно. И, конечно, передаю привет своим родным. Надеюсь, вы меня смотрите. Спасибо за игру. До свидания. Спасибо вам. Это игра «Ума палата», где каждый может выиграть 100 тысяч рублей, если он умный, эрудированный и, несомненно, азартный и удачливый. А пока что познакомимся со следующими игроками. Это игра «Ума палата». Если заводить речь о богатых и знаменитых, мы не можем не упомянуть и старейших представителей этого списка. Так, список самых пожилых миллиардеров возглавляют судовладелец из Сингапура и американский инвестор. Обоим по 98 лет. Игра «Ума палата» также не знает возрастных ограничений, и в ней могут участвовать игроки старшего возраста. Однако сегодня за главный приз 100 тысяч рублей пришла побороться молодежь. Давайте познакомимся с ними. Игроки, представьтесь. Я Припузова Алина, ученица 10 класса Покровской школы Хангаласского улуса. Меня зовут Тимофеева Саяна Егоровна. Я учитель истории и обществознания Покровской школы Хангаласского улуса. Саяна, смотрели ли вы наши предыдущие выпуски? В курсе ли вы, что за формат нашей игры? Честно, я хотела на самом деле посмотреть, и я решила оставить как есть, чтобы была интрига, и чтобы день в день, в момент X, такой, вау, такой хороший, классный формат. Ну, посмотрим, хороший ли и классный ли. Нет. В целом, как настроены на игру? Очень позитивно. Это хорошо. А есть ли вопросы, которых вы побаиваетесь? Ой, это вопросы по математике, точно, биология, химия, информатика. Точные естественные науки, они вам плохо даются. Ага. Ну что же, Алина,
Говорят, что лучше быть счастливым, чем богатым. Вы согласны с этим утверждением? Да, соглашусь с ним. Почему? Ну, не каждый богатый счастлив, а каждый счастливый может быть и без денег. Здорово. Какой ваш любимый предмет в школе? Химия, биология. Ага, как раз те самые области, которых боится ваш учитель. А не боитесь, что получится так, что вы выиграете учителя? Не получится ли так, что ученик превзошел своего учителя? Не боюсь, это будет простительно. Итак, игра сегодня покажет, сможете ли вы побороться за главный приз игры «Ума палата» и выиграть 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов в 3 раундах нашей игры. А пока что рядом с вами находится черный ящик, в нем 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить преимущественное право отвечать первой на вопросы первого раунда. Игроки, приступайте. Алина, вы получили преимущественное право отвечать первой. Верните шары на место, и мы будем начинать. Алина, Саяна, в игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В 3-й раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам 2-го раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится 2 минуты. Игроки отвечают по очереди. Первой отвечает Алина. Алина, у древних греков это Афина, а у древних римлян кто? Рим. Минерва. Саяна, в чем измеряется сила тока? В силе Эйнинда. Нет, я не знаю. В амперах. Алина, какой предмет хранила говорящая голова из поэмы Руслана и Людмила? Не знаю, пас. Меч. Саяна, когда произошло восстание декабристов? 1825 год. Правильно. Алина, из какого произведения эта цитата? Разруха не в клозетах, а в головах. Обломов. Собачье сердце. Саяна, сколько костей в теле взрослого человека? 12 тысяч. 205. Алина, как называют слова, сходные по звучанию и морфемному составу, но различающиеся лексическим значением? Амоформа. Паронимы. Саяна, чему равно отношение пути ко времени? Не знаю, пас. Скорости. Алина, какой из этих цветов больше всего любят комары? Желтый, белый, синий? Белый. Синий. Саяна, какой химический элемент обозначается знаком АГ? Аргентум. Это серебро, аргентум, верно. Алина, какой химический элемент входит в состав отбеливающих средств, которые используются для стирки белья? Хлор. Верно. Саяна, самая высокая точка Северной Америки расположена на территории Аляски. Как она называется? Самая высокая точка расположена на территории. Как она называется? О, пас, не знаю. Денали. Алина, в 1943 году состоялось масштабное танковое сражение Второй мировой войны. Какое название оно получило? Пас. Сражение под Прохоровкой. Саяна, как называется фигура, имеющая 5 сторон? Нет. Так, подождите. 1, 2, 3, 4. Параллелепипед. Пятиугольник. Алина, какое самое холодное место на Земле? Антарктида. Верно. Время вышло. Первый раунд завершен. Общая статистика первой игры выглядит следующим образом. За первый раунд я задал вам 15 вопросов. При этом Саяна дала 2 правильных ответа, Алина также 2. Это означает, что у вас равенство баллов и объявляется дополнительный раунд. По праву преимущества ответа в первом раунде на вопросы дополнительного раунда отвечает первой Алина. Я сообщаю вам, что в дополнительном раунде отсутствует время, можно думать. И мы играем по принципу пенальти. До первой ошибки. Алина, где построен самый длинный в мире метромост? Китай. Правильный ответ – в Новосибирске. Саяна, на гербе какого из этих государств есть изображение человека на острове? Швеция, Финляндия, Исландия или Норвегия? О, нет, да. Так, в Швеции вроде бы были мечи, в Финляндии
Там вроде корона была. Да, шутка. Исландия. Норвегия. Норвегия? Правильный ответ – Исландия. О, ча. Алина, какую ягоду на званых обедах подают только в паре с лимоном? Брусника, голубика, черника или малина? Черника. Это правильный ответ. Саяна, как правильно закончить поговорку? Вот тебе бабушка. О, так, вот тебе бабушка. Вот тебе бабушка, вот тебе и мама. Я не знаю. Саяна, мне очень жаль, что вы не ответили на этот вопрос, учитывая, что он был как раз-таки из области истории. О, нет. Правильный ответ. Вот тебе бабушка и Юрьев день. О, По результатам дополнительного раунда преимущественное право отвечать первой на вопросы второго раунда получает Алина. Переход хода в следующем раунде осуществляется после первой ошибки игрока. Это означает, что если вы даете только правильные ответы, то Саяне не дается ответить ни на один вопрос. Алина, звездно-полосатый прозвище флага какой страны? Соединенных Штатов Америки. Верно. Алина, сколько сердец у дождевого червяка? 2. 5. Саяна, какая планета самая горячая? о, нет. Сол? Нет, нет, нет. Сейчас. Какая планета Млечного Пути самая горячая? Меркурий. Правильный ответ – Венера. Алина, кто открыл, что Земля вращается вокруг Солнца? Ньютон. Коперник. Саяна, какой самый большой иноязычный город в мире? Какой самый большой испаноязычный город в мире? Так. Бразилия. Мехико. Алина, столица Индонезии. Абу-Даби. Джакарта. Саяна, столица Чувашской республики. О. Так, столица Чувашской республики. Чувашия. Прага. Чебоксары. Алина, в какой стране находится самое высокое здание в мире? Объединенные Арабские Эмираты. Дубай, Бурдж-Халифа. Какая страна имеет наибольшую площадь Гималаев? Какая страна имеет наибольшую? Алина? Непал. Верно. Алина, самое популярное туристическое место иногда называется остров свиней. Исландия. Багамские острова. Саяна, кто был первым человеком, побывавшим в космосе? Юрий Гагарин. Верно. Саяна, является ли минус 5 целым числом? Нет. Является. Алина, какой остров в мире самый большой? Гренландия. Верно. Алина, какой стране принадлежит Гренландия? Дания. Это правильный ответ, время вышло. Поделишься? Второй раунд завершен. А теперь сухие цифры. Во втором раунде я задал вам 14 вопросов, при этом Саяна дала 1 правильный ответ, а Алина 5. После выхода поэмы Руслана Людмила Александру Сергеевичу Пушкину Василий Жуковский подарил свой портрет с надписью «Ученику-победителю от побежденного учителя». Собственно говоря, мы видим это и сейчас. Случилось то, что я предрекал. Вы превзошли своего учителя сегодня в рамках нашей игры. Мне попадались вопросы по тем профилям, которые я знаю. Я еще хорошо тебя учила. Да. Яна Егоровна очень хорошо меня учила. Это весьма корректно по отношению к своему учителю. И действительно, мы можем здесь поблагодарить учителя, который внес свой неоценимый вклад в развитие интеллектуальных способностей своей ученицы. Саяна, что пожелаете своей ученице? Что скажете на прощание? Я хочу пожелать тебе всего самого хорошего. Пожалуйста, будь умницей, не посрами мою честь. Спасибо вам за игру. До свидания. Спасибо, до свидания. Алина,
Ровно 1 минуту я задаю вам вопрос, и вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз игры «Ума палата» – это 100 тысяч рублей. Алина, какая кошка самая большая? Лев. Тигр. Химическая формула поваренной соли. Натрий OH. Натрий хлор. Сколько дней Марс делает оборот вокруг Солнца? 30. 687 дней. Что потребляют пчелы для производства меда? Пыльцу. Нектар, сок растений. Сколько вдохов делает среднестатистический человек в день? Около 1 миллиона. Около 20 тысяч вздохов. Какого цвета язык жирафа? Фиолетовый. Верно. Какое водное животное самое быстрое? Акула. Парусник. Какой процент нужно добавить к 40, чтобы получилось 50? 5. 25. Где обитает самый ядовитый паук? В Африке. В Австралии. Сколько существует великих озер? 20. 5. Сколько сторон у нонагона? 9. Верно. Как называется отдельный знак алфавита? Это буква. Время вышло. Итак, за время игры я задал вам 12 вопросов, при этом вы дали 2 правильных ответа. Этого не хватает для того, чтобы выиграть в нашей игре. Алина, что помешало? Ну, стоит отвечать то, что пришло первым на ум, а не додумывать дальше, потому что в большинстве случаев, что первое пришло в голову, было верным. Вы были умницей. До свидания. Спасибо, до свидания. Это игра «Ума палата». И вновь никому из игроков не удалось опустошить наш счет. Может быть, это удастся следующим игрокам. Узнаем через неделю.